الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Дорогие братья, как известно всем вам, мы, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, вступили в последние 10 ночей месяца Рамадан. Аллах Субхану ва Тааля клянется этими 10 ночами в Коране, в суре Аль-Фаджр, и говорит: «Валаяли ашр», клянусь 10 ночами. Если Аллах Субхану ва Тааля клянется чем-то в Коране, то это указывает на величие этого и важность этого. К сожалению, многие люди, когда начинается Рамадан, то видишь, у них, альхамдулилля, всплеск активности. Они начинают поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля больше. Видишь, как во время таравиха наполняется мечеть. Это в первые дни Рамадана. Хорошо. Как у человека есть такой духовный настрой, поклонение, подчинению Аллаху Субхану ва Тааля. Но вот приближается Рамадан к своей середине, а потом за середину, и ты видишь, как люди начинают проявлять усталость, какую-то нерадивость, как у них снижается активность, как уже в таравихе почему-то уже, когда было несколько рядов, уже там один ряд или второй немножко заполняется. И это на самом деле проблема. Почему? Потому что все дела, они оцениваются по их окончанию. Поэтому нужно сделать так, как говорят уляма, чтобы конец, окончание было красивым, чтобы окончание было хорошим. Я думаю, что вот это снижение активности людей во многом объясняется тем, что люди не понимают цену, которую дает Аллах Субхану ва Тааля. Многие люди повторяют хадисы, которые слышат от пророка, алейхиссалату вассалам, но они не доходят до сердца. Я спрошу вас, если кто-то из вас, не дай Аллах, попадет в такую ситуацию, что ему будет грозить тюрьма. И будет грозить тюрьма, и не просто, а пожизненное заключение. И не просто пожизненное заключение, а с мучениями и унижениями, с муками. Я думаю, что любой человек начнет прилагать все усилия, какие только возможны, подключать все каналы. Это будет невероятная активность, чтобы избежать этого. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валиллахи утакау минан нар фи кулли лейля». У Аллаха есть те, кого Он освобождает от адского огня каждую ночь в месяц Рамадан. Представьте, что подписывается тебе вот эта амнистия, хорошо? То есть освобождение от адского огня. И каждую ночь вот такие вот есть люди, которым, альхамдулилля, отменяется приговор на то, что они будут брошены в ад. Неужели мы не хотим, чтобы мы оказались среди вот этих вот утака, то есть освобожденных от адского огня в этот месяц Рамадан? Посмотрите на цену. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман кама лейлаталь кадри иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин занби». Тот, кто проведет ночь аль-кадр, ночь могущества, в поклонении, с верой, то есть с искренностью, да, ради Аллаха Субхану ва Тааля, ихтисаба, надеясь на награду Аллаха Субхану ва Тааля, тому будут прощены его грехи. Представьте, все твои прегрешения прощаются. Вы понимаете, какая это цена или нет? Нет, я думаю, что многие не понимают, какая это цена. Цена за небольшой товар. Всего лишь 10 ночей в году провести в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в покаянии, в просьбе у Аллаха Субхану ва Тааля прощения. Это всего 10 ночей. И удивляешься, когда находятся люди, которые говорят: «О, как сложно, почему так долго, зачем это?» Хорошо. Когда люди сетуют или языком, или так внутри себя проявлять недовольство. Это же ничтожный товар, который Аллах Субхану ва Тааля покупает у тебя за такую цену, прощает тебе грехи все. Представьте, что ты погряз в долгах. Вот у кого были долги, знает, что такое долг. Долг – это, как говорят мудрые,
Это беспокойство, переживание ночью, и это стыд днем. Стыдно днем посмотреть в глаза человеку, и ночью переживание. А если человек погряз в долгах, и нужно платить, какого состояния человека? А грехи – это долг не людям, грехи – это долг Аллаху Субхану ва Тааля. Эти прегрешения – это как дыры, брешь, которую обязательно нужно закрывать, обязательно. И долг обязательно нужно отдавать, хочешь или не хочешь. Это долг, который висит на тебе. Тут два пути есть. Либо Аллах Субхану ва Тааля взыщет с тебя этот долг, а что такое взыщет? Это значит накажет. Кто хочет, чтобы его наказал Аллах Субхану ва Тааля? Я не говорю даже уже о наказаниях вечного мира. Не дай Аллах, это наказание страшнее гораздо, чем наказание этого мира. А в этом мире, кто хочет, не дай Аллах, чтобы случилось несчастье какое-то с ним, с его детьми, с его здоровьем, еще с чем-то случилось какое-то несчастье. Мы сказали, грех это долг, поэтому он может так перекрыться, через наказание. Но есть способ лучше, способ легкий. Аллах милостиво дает этот способ тебе. Какой? Вот, пожалуйста, Лейлатуль Кадр – это шанс от Аллаха Субхану ва Тааля. Кто проведет ее в поклонении с надеждой, с верой, с надеждой на награду Аллаха Субхану ва Тааля, будут прощены его предшествующие грехи. Альхамдулилля. Говорят, что пророку алейхиссалату вассалям показали жизненные сроки предшествующих общин. Мы знаем, что раньше люди жили долго, гораздо дольше, чем сейчас. Мы знаем, что Нух алейхиссалям 950 лет только проповедовал среди своего народа. Это только его призыв длился 950 лет, 1000 без 50 лет. Люди жили долго. Пророку алейхиссалату вассалям показали жизненные сроки тех общин, тех людей, последователей тех пророков, и потом показали жизненные сроки его уммы, его общины. А это сколько? 60-70 лет. Это так в среднем. Кому-то и меньше, кому-то 50-40, а может быть еще меньше. Это Аллах Субхану ва Тааля знает. Кто-то перевалил за 70-летний рубеж, может, на сколько-то. В общем, это 60-70 лет. И пророк алейхиссалату вассалям, когда увидел это, ему показалось это мало. Он огорчился за свою умму. Почему? Потому что мало времени успеть заработать добрые деяния ради Аллаха Субхану ва Тааля. Мало времени. И тогда Аллах Субхану ва Тааля даровал Лейлатуль Кадр. Даровал ночь Аль-Кадр. В эту ночь, как сказано, в аяте, она хайру мин альфи шахр, лучше, чем 1000 месяцев. То есть 1000 месяцев поклонения без этой ночи. То есть если взять 1000 месяцев, в которой нет этой ночи, хорошо, то она не равна им, а она больше по награде, которая есть за поклонение в ней. Теперь представьте, человек живет, предположим, 20 лет или 30 лет. Умножьте теперь на 1000 месяцев. Сколько? 20 тысяч месяцев. Добавляется к его жизни, или даже больше. 20 тысяч месяцев. Это сколько лет? Больше 1500 лет. Хорошо, добавляется. Больше 1500 лет. Альхамдулилля. Поэтому это шанс, и поэтому призываю себя, прежде всего и вас, не упустить этот шанс. Пророк алейхиссалату вассалям, как сообщает мать правоверных Айша, радиаллаху та'аля анха, когда наступали последние 10 дней Рамадана, он потуже затягивал изар. Что это значит? Это значит, он еще сильнее, еще усерднее начинал поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, отдаляясь от своих жен. Он в Рамадан поклонялся еще усерднее, чем обычно. Обычное его поклонение, мы знаем, это очень усердное поклонение пророка алейхиссалату вассалям. А в Рамадан еще усерднее, а в эти 10 ночей еще усерднее. Она говорит, он еще туже затягивал свой изар, то есть еще усерднее начинал поклоняться. «Вахья лейлаху» и проводил свою ночь бодрствуя, то есть в поклонении. «Ваайказа ахляху» и будил свою семью. Очень важно не забывать наставлять ваши семьи, чтобы они поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля и просили прощения у Него вот в эти вот благословенные ночи. Как говорили предшественники, нам очень нравится, говорили они, если человек, когда наступает 10 ночей, последние, он начинает проводить ночи в поклонении и будет свою семью, как это делал пророк, алейхиссалату вассалам. Он будил своих жен, и как передано в достоверном хадисе, он шел к Фатиме и к Али, к своей дочери Фатиме и к Али, и будил их, и говорил, «Аля тусаллиян», не помолиться ли вам? Потому не упускайте свой шанс и проводите эти ночи в намазах, в дополнительных намазах.
в истигфаре, в просьбе прощения Аллаха Субхану Тааля, в чтении книги Аллаха Субхану Тааля, в чтении зикров. Побольше просите у Аллаха. Эти суджуды, кто-то говорит, почему такие длинные суджуды, альхамдулилля. Этот суджуд, это шанс тебе попросить у Аллаха Субхану Тааля о своих нуждах в этом мире и в вечном мире. Это тебе возможность. Проси, потому что человек ближе всего к Аллаху Субхану Тааля, когда находится он в суджуде. Хорошо? В земном поклоне. Поэтому просите и не упускайте этот шанс. И мы просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он принял от нас наше поклонение, чтобы эти ночи стали поистине ночами нашего освобождения от адского огня и получения нами прощения от Всевышнего Аллаха. Саллаллаху саллям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин.